Всего полгода назад на этом месте был пустырь. Сейчас здесь расположился самый долгожданный объект для всех жителей Нового Реданта – местный дом культуры. Основные работы завершены, окна и двери установлены. Сейчас доделываем сцену. Как доделаем сцену, практически несколько дней, сегодня-завтра, будет все закончено. ДК закончено практически. Просторные помещения, зал хореографии, библиотека и главная гордость ДК – большой вместительный зрительский зал с мягкими удобными креслами, рассчитанный на 200 человек, и самое передовое световое и музыкальное оборудование. Практически уже завершено строительство этого Дома культуры. Раньше в селе у нас не было места, где провести сход. Жители какие-то мероприятия, которые проходились или в школах проводить, или отменять, или Сейчас мы очень довольны. Это большой подарок для нашего населенного пункта, для жителей села. Мы довольны строительством, ходом строительства Дома культуры. Мы очень благодарны. То, что Центр культуры наконец откроет свои двери, несомненно, радует всех. Прежние закрыли более 30 лет назад. Помимо того, что его полностью заменила школа, детям приходилось посещать различные кружки в других населенных пунктах. С возведением Дома культуры в поселении решится много проблем и появятся новые возможности. Можно уже где-то есть детям, где позаниматься после школы. Коллекционная школа лично сосеек. Реализовано выступать дети, сам хочу шагов, барханты, раяни, тунихи, а то хуги собрание хули юртшнаха губала фунади, чау то кирадер. Работа по благоустройству территории также не стоит на месте. Здесь уже положили плитку, установили пандусы для безопасного удобного передвижения маломобильных групп населения. Частично озеленили двор. Но все еще необходимы некоторые доработки. Дорога к Дому культуры требует асфальтирования. Но, как обещают строители, к открытию культурного центра проблема будет решена. Несколько дней надо. На это уйдет 3-4 дня. В ближайшие недели, я думаю, мы этот объект сдадим. После завершения всех строительных работ жители Нового Реданта смогут заняться творчеством, например, прикладным искусством, развить традиционные ингушские ремесла, а главное – проводить культурно-развлекательные мероприятия в комфортных условиях. Жарадат Халухоева, Рамазан Зурабов, Новости 24.